В эфире Абхазского телевидения еженедельная итоговая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. Победа команды Абхазии в заезде танкового биатлона в рамках участия наших военнослужащих в международных армейских играх 2020 и День международного признания независимости Абхазии, пожалуй, главные события уходящей недели. Безусловно, победа абхазских военнослужащих в заезде танкового биатлона, одного из самых зрелищных и сложных конкурсов международных военных игр, стала настоящим подарком как для болельщиков команды, наблюдавшими за ходом соревнования, так и для всех жителей Абхазии. Особую гордость вызывали национальные флаги, развивавшиеся на трибунах, и абхазские танкисты. Лейтенанты вооруженных сил Министерства обороны Яшар Ашуба, Роберт Хашба и Зураб Кварчия, которые показали высокий уровень подготовки и выступили достойно, несмотря на небольшой опыт участия в подобных мероприятиях. Как приняли абхазскую делегацию в Российской Федерации и как прошла дистанцию наша команда в танковом биатлоне, расскажет Сария Кварацхелия. Сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам армейского искусства, которые проходят в эти дни на территориях 5 государств – России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана. В течение 13 дней профессионализм и волю к победе продемонстрируют тысячи лучших военных специалистов, более 160 команд из 32 стран. Абхазские военнослужащие под государственным флагом примут участие в 5 конкурсах – танковый биатлон, мастер-оружейник, полевая кухня, аварийный район, а также представят страну в фестивале национальных культур «Дружба без границ». На официальной церемонии открытия международных армейских игр присутствовала делегация Министерства обороны Республики Абхазия во главе с министром Владимиром Ануа. В рамках визита 23 августа также состоялась рабочая встреча глав оборонных ведомств Абхазии и России. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поприветствовал коллег, прибывших на форум «Армия-2020», пожелав нашей команде успешных выступлений. Надеюсь, что и сегодняшняя выставка, и армейские игры, на которых показывают свое мастерство лучшие военнослужащие, принесут существенную пользу в обеспечении безопасности в регионе. Добро пожаловать! В свою очередь, министр обороны Абхазии генерал-полковник Владимир Ануа отметил значимость участия абхазских военнослужащих в армейских международных играх. Владимир Ануа также вручил Сергею Шойгу орден мужества Абхазии, которым министр обороны России награжден указом президента Аслана Бжания за личное мужество, проявленное в ходе операции по спасению жителей блокадного города Тхорчал в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Наградить Шойгу Сергея Кужугетовича Афархатараза орденом мужества. Президент Аслан Георгиевич Бжания. Россия и в дальнейшем планирует развивать нормативно-правовую базу в области обороны, а также наращивать военное и военно-техническое сотрудничество, отметил Сергей Шойгу. Ранее министр обороны России сообщал, что два государства ведут всестороннее содействие в обеспечении военной безопасности. Однако некоторым мероприятиям в текущем году помешала пандемия коронавируса. Шойгу подчеркнул, что план взаимодействия будет скорректирован. И вот наступил день танкового биатлона, самого зрелищного конкурса военных игр, представляющего собой соревнования танковых экипажей в искусстве вождения, в точности стрельбы из штатного и дополнительного вооружения. Конкурс проводится в несколько этапов, в которых принимают участие по 2-3 экипажа от каждой страны. Но так как Абхазия в играх участвует впервые, был подготовлен только один экипаж. Поэтому наша команда соревновалась только на одном этапе индивидуальной гонки. Выступление всей команды. Ну что ж, отправляется на трассу конкурса «Танковый биатлон» 2020 года сборная Абхазии. Пожелаем удачи нашим ближайшим соседям, нашим друзьям и братьям выступить достойно в этом конкурсе. Согласно жеребьевке, в этом конкурсе команда из Абхазии соревновалась с танкистами из Лаоса, Таджикистана и Конго и стартовала первой. Получив команду и разрешение, Яшар Ашуба, Роберт Хашба и Зураб Кварчия начинают прохождение дистанции. Сейчас главное не допустить ошибок, не сбить ограничительные столбики на первом рубеже, который называется «Змейка». Участок маневрирования. Нужно пройти его, осторожно маневрируя, между столбами. 15 метров между столбами. И нужно еще выйти в ограниченный проход шириной всего-то навсего 6
метров. Следующий уровень – стрельба по мишеням включает в себя несколько видов – из пушки, пулемета и гранатомета. Из пушки наша команда поражает всего одну цель из 3. Более удачными оказываются попытки поражения мишеней из пулемета и гранатомета. Здесь наша команда успешно справляется с заданием. Немного ниже прилетает бруствер пули и попадает. Хорошо, Абхазия. Блестящая работа наводчика-оператора. Можно отправляться к финишу. Также мы видим, как экипажи преодолевают различные препятствия, включая рвы с водой и песочные насыпи. Здесь также важно не допустить ошибок. В итоге, несмотря на то, что команда вооруженных сил Абхазии впервые участвует в столь престижном международном конкурсе, она достойно представила страну и заняла 1-е место в своей подгруппе, показав хороший результат, преодолев дистанцию за 32 минуты 8 секунд, поразив 3 цели из 5, а все другие испытания пройдя без единого нарушения. Сборная Абхазии, первый экипаж. Друзья мои, встречаем гром аплодисментов и оваций. Есть. Давайте посмотрим время. Прекрасное. 32 минуты 8 секунд. Это впервые участвующая команда. Молодцы! Скандирует трибуну и выполняет воинское приветствие. 24 августа также прошел 1-й этап конкурса «Полевая кухня», в котором абхазские военнослужащие соревновались в стрельбе и стали 4-ми. А свое искусство приготовления армейской пищи наша команда покажет 25 августа. Напомню, что информационную поддержку команды осуществляет Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия. Сария Гварацхеля, Абхазское телевидение. 26 августа в республике отметили 12-ю годовщину со дня международного признания независимости Абхазии. День международного признания суверенитета нашей страны стало поистине одним из важнейших событий новейшей истории. Абхазия получила долгожданную независимость и надежду на благополучное будущее. Признание независимости не произошло как само собой разумеющийся факт. Чтобы многовековые чаяния народа сбылись, пришлось преодолеть немало испытаний и пережить немало потерь. О работе, которая проводилась в те годы руководством страны, непростых переговорах и их результатах, и о многом другом мы поговорили с главой МИД Абхазии того периода. Сегодня гость программы «События недели» – доктор исторических наук, государственный и политический деятель, секретарь Совета Безопасности Сергей Миронович Шамба. Сергей Миронович, на тему признания независимости Абхазии снято немало передач, взято немало интервью. Но в то же время вы, как непосредственный участник тех политических процессов, которые происходили на тот период времени, я думаю, можете рассказать немало нового и интересного. В целом, насколько предсказуемо было тогда решение руководства России о признании независимости? И готово ли было руководство Абхазии к этому? То, что произошло 26 августа, это событие, которое готовилось десятилетиями, если не говорить, что связано оно со всей нашей историей. Но если бы не было абхазской государственности, если бы не было абхазского царства, абхазского княжества, у народа и не было бы вот это чувство государственности, не было бы стремления к тому, чтобы возродить свою самостоятельность и свое государство. Именно вот эти все факторы, они привели к тому, что абхазский народ всю свою историю боролся за свои права, за свою государственность. И в 20 веке это были неоднократные массовые выступления. И в составе Советского Союза неоднократно ставился вопрос о правах абхазского народа на свою государственность. Эти события хорошо известны, поэтому останавливаться на них не буду, но хочу сказать, что вот такие вот усилия всего общества, народа, его элиты, они вот и привели в конечном итоге к этому признанию. Но любой результат – это всегда не только результат усилий, но еще должны сложиться благоприятные условия для этого. Так сложилось к этому времени, что и борьба наша, которая привела даже к кровопролитной войне, где пришлось силой оружия отстаивать,
и гибелью многих молодых людей отстаивать свое право на свое государство. Ну и международная конъюнктура сложилась так, что вот это привело к 26 августу. Вот это и есть, называют все это вместе удачей, хотя на самом деле это вот комплекс таких обстоятельств. Я в этот период, предшествовавший этому признанию, да, был министром иностранных дел. И, конечно, у нас было много встреч, переговоров. А то, что мы еще до войны заложили, будучи депутатами первого парламента, вот эти многие акты и вот этот референдум за сохранение Советского Союза и результаты войны 92-93 года, это все создало такую базу для того, и дало возможность российскому руководству принять такое ответственное, непростое для них решение. Как говорил президент Дмитрий Медведев, самое сложное решение за всю его жизнь. Накануне вот этого события я уже как-то через много-много лет после признания впервые рассказал об этом. И сейчас могу повторить, как это произошло. В Сочи, Бочаровом ручье, где резиденция президента Российской Федерации, президент Дмитрий Медведев встречался с Сергеем Багапш и Эдуардом Кокойтой, с президентами нашими Абхазии и Южной Осетии. Это было после событий 2008 года, после войны с Хинвали. И к урегулированию этого вопроса были подключены Европейский Союз, Саркози, если вы помните. Россия тоже участвовала, конечно, в этом вопросе. Видимо, были какие-то договоренности с Саркози, с Евросоюзом, что Россия будет искать какие-то компромиссные варианты. И когда, это мы потом уже такие выводы стали делать, и когда встречались в Бочаровом ручье президенты, 3 президента, президент России предложил нашим президентам подумать о том, чтобы федеративный или конфедеративный союз между нашими странами создать. Ну, об этом как-то говорилось не очень конкретно, но через некоторое время обоих президентов пригласили в Москву. И там им вручили проект договора конфедеративного между Абхазией и Южной Осетией. Сергей Васильевич позвонил ко мне и сказал, чтобы я срочно вылетал в Москву и прямо с аэропорта ехал в МИД навстречу, МИД России. Я прилетел, меня встретил посол наш Игорь Ахба. Мы ехали в машине, когда позвонил Сергей Васильевич, сказал: нет, сперва подъезжай ко мне, поговорим предварительно. Мы приехали, сидя за столом, с ним беседуя, и он достает проект этот и показывает мне. Я прочел преамбулу. В преамбуле написано, что Абхазия и Южная Осетия создают конфедерацию. Я не стал даже дальше читать, я сказал, что очевидно имеется в виду, что в дальнейшем и Грузия присоединится, потому что не может быть как конфедерация, у нас даже границ общих нету без Грузии. Сергей Васильевич говорит: тогда посмотри последнюю страницу. Я посмотрел последнюю страницу, и там написано, что к конфедерации могут присоединяться и другие страны, в том числе и Грузия. Прям так написано, его ручкой подчеркнута эта последняя фраза. Я говорю: ну и что теперь? Он говорит: ну вот, езжайте в МИД и постарайтесь, как можете, это дезавуировать. Мы поехали в МИД, перед этим позвонил Эдуард Кокойта, попросил заехать к ним. Мы подъехали в их представительство, тогда они недалеко от МИДа России снимали помещение. Там был Эдуард Кокойта,
нынешний министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев, Кочев, несколько человек. Мы побеседовали, у них было такое же мнение по этому поводу. Ну и вот мы две делегации в составе нас двое с Игорем Ахба, их вот трое было. Министр иностранных дел, тогдашний посол в России и советник президента Южной Осетии. Ну, мы приехали, сказали свою позицию по этому вопросу. Было очевидно, что мы не соглашаемся. Но никто на нас не давил. Я впоследствии все-таки сделал вывод, что это, видимо, все-таки было сделано для того, чтобы показать мировому сообществу, что Россия какие-то компромиссы предлагает. С другой стороны, такой вариант устраивал бы всех. И Россию... Ну, Грузию, наверное, он бы не устроил. Я думаю, что и Грузию устроил, потому что она теряла все, а здесь бы было все-таки общее государство было бы. Конфедерация она называлась бы, или как бы ни называлась, но это было бы общее государство, в составе которого были бы Осетия, Абхазия и сама Грузия. Европу это устраивало бы, и вообще весь мир устраивал, потому что конфликт снимался. И Россию это устраивало бы в конце концов, потому что тоже она бы выступила как страна, урегулировавшая этот конфликт. Но нас это не устраивало, и мы на это не согласились. Через некоторое время, после нашего возвращения из Москвы, опять была встреча в таком же формате в Бочаровом ручье. 3 президента встречались. И тогда Дмитрий Анатольевич Медведев сказал нашим президентам, что он знает о том, что мы отказались от подписания такого договора, и что России ничего не остается, буквально это его слова, нам ничего не остается, как признать вашу независимость. Это было до событий в Южной Осетии 2008 года? Нет, это было после событий. Это было за несколько дней до признания уже. И он попросил наших президентов пока об этом широко не освещать. Он сказал, что он объявит на днях о принятом решении России. Ну, Сергей Васильевич, конечно, приехал окрыленный сюда. Так, по секрету передал мне, что на днях будет такой акт. Поэтому мы знали, что это должно случиться. Многие политологи связывают признание все-таки с событиями 8 августа 2008 года в Южной Осетии, и что именно эти события способствовали вот такому скорому Ну, признанию. несомненно, конечно, это была последняя точка, которая дала возможность. И я же говорил о том, что целый ряд обстоятельств должно сложиться благоприятно, чтобы результат был определенный. События в Косово тоже были важным шагом в этом направлении. И после этих событий мы помним, когда Владимир Владимирович сказал такую фразу буквально: «Мы обезьянничать не будем», сказал, после событий в Косово, но это будет иметь последствия. Какая-то такая фраза была. Ну что, слово «обезьяничать не будем», это точно он сказал. И это тоже повлияло. И то, что я сказал вам перед этим, что вся наша история предыдущая тоже способствовал тому, чтобы у нас были правовые и фактические основания для этого. Вот так это было, поэтому мы ждали. Я сидел в кабинете в тот день, у меня в кабинете телевизора не было, потому что такая была насыщенная у нас тогда работа. Это просто телевизор смотреть времени не было. И молодые наши сотрудники забежали срочно с Сергеем Ивановичем к телевизору. И мы пришли к телевизору и вот услышали вот это радостное событие. Это был какой-то взрыв эмоций, восторгов. Все помчались на площадь, стекались. И мы пришли тоже на площадь, где Сергей Васильевич выступил с такой пламенной речью. Очень эмоционально все это было на площади, вы все это прекрасно помните. И мы решили с отцом Виссарионом пойти поздравить Владислава Григорьевича. Когда мы подошли к его дому, там было очень много людей, которые хотели увидеть его, надеялись, что на балкон его хотя бы как-то выкатят на коляске. Но это уже было невозможно тоже сделать. А туда никого не пускали к нему. Но нас пропустили с Виссарионом, мы пришли. Сели в ее кровать, и видел его последний раз улыбающимся, радостным, о чем-то он спрашивал. Память, все прекрасно у него было, конечно. Я тогда вот думал о том,
какое счастье для политика увидеть результаты своей борьбы, потому что это сложный процесс создания независимого государства. Немногим он удается, сложнее этого ничего в мире нет вообще. Мы знаем, многомиллионные народы, которые не могут добиться своей независимости и с оружием в руках пытаются добиться этого. 26 августа 2008 года, исторический день, да, для нашей республики. Понятно, эйфория, понятно, чувства распирают, и в то же время ожидание каких-то быстрых и позитивных перемен, да, связанных с признанием. На ваш взгляд, насколько вот эти ожидания оправдались? Вот прошло уже 12 лет с тех пор. Многие наши же ожидания не оправдались в той степени, которую мы ожидали, потому что мы же впервые столкнулись со всеми проблемами, которые встречаются на пути создания независимого государства. Такого опыта нет ни у кого на постсоветском пространстве. Вообще те, кто строит новое государство, всегда это делают, не имея никакого опыта. Но дело, знаете, были такие лидеры итальянской революции, когда Италия освобождалась от ига Австро-Венгрии, и такие лидеры были, как Гарибальди и Кавур. И вот когда они добились независимости, Кавур сказал: мы создали независимое государство, теперь нам нужно создать итальянскую нацию. У нас много еще проблем с тем, что нам нужно наше национальное абхазское возродить. Многие говорят Апсувара. Да, это, может быть, должно стать основой для этого возрождения, но оно должно претерпеть тоже современную трансформацию. Мы должны определить вообще, что мы хотим, к чему мы стремимся, потому что перед войной, вот я был одним из тех, знаете, кто национально-освободительном движении, лидерами были. Тогда была ясна цель. Мы ее добились. Во время войны тоже цель, там вообще совсем просто все. Тоже добились. Вот после войны мы никак не можем определить свои приоритеты. Да, мы строим независимое демократическое государство. Вот такое абстрактное понимание у нас есть. Но мне кажется, что нет у нас такого сплочения всего нашего общества вокруг этой какой-то конкретной идеи. Задачи у нас стоят сложные, и мы можем решить их только объединив наши усилия. Я понимаю, что должно быть, я даже за это, что должно быть плюрализм мнений, что должны быть разные партии, разные мнения, но вокруг общих государственных наших задач мы должны сплотиться. Но сегодня, к сожалению, я тоже вижу, что и не сегодня это сложилось. Вот за все постсоветское время почему нет тех результатов, да, о которых мы говорим? Потому что у нас идет борьба политических элит, совершенно не конструктивная, какая-то иррациональная вообще борьба. Она не за интересы больше нашей общей государственной, общенациональной, а за интересы отдельных политических элит, за борьбу за власть только. Да, оппозиция должна бороться за власть, это все понятно. Но вокруг общих сформулированных наших общих целей и задач у нас должно быть общее мнение и общие действия. Тогда мы можем победить. Мы победили в этой войне в неравной борьбе. Мы столкнулись с гораздо более сильным противником, многочисленным по сравнению с нами. Но мы победили, потому что у нас была общая идея, и мы были едины в этой цели. Мы можем решить, и эта война показала, что мы можем решить любые сложные задачи, если у нас есть единение. В последние годы мы наблюдаем за теми процессами, которые происходят в мире, и видим, что мир меняется политический расклад сил,
некоторые государства выходят, да, как бы на более такие серьезные позиции, некоторые, наоборот, теряют свои уже как бы закрепленные позиции. Вот какая перспектива у Абхазии в этом свете в плане признания международного? Вот можем ли мы ожидать какие-то такие позитивные сдвиги в этом направлении? Вы знаете, вот за все, если взять послевоенную историю нашу, мы постоянно сталкиваемся с очень сложными задачами. Постепенно их преодолели. Но сейчас вот у нас снова очень непростая, очень сложная задача, потому что перед нами стоит, потому что мы столкнулись с глобальными проблемами, вообще с проблемами, с которыми столкнулся сегодня весь мир. Это и пандемия, это и изменения климатические, но самое главное, что сейчас происходит, это переустройство мировой системы. Вы знаете, в истории так всегда было, когда происходили вот такие процессы, когда переустройство мировой системы происходило, это всегда приводило к серьезным потрясениям во всем мире и дважды к мировым войнам приводило это. И сейчас, когда от однополярного мира, который существовал в течение нескольких десятков лет, есть такая тенденция к переходу к многополярному миру, мультиполярному миру, происходит опять вот это все сотрясение сложившейся системы. И тут важно, как эти глобальные игроки на мировой арене, такие страны, как Россия, Китай, США, Евросоюз и другие, как они будут выходить из этой системы, потому что Америка теряет сейчас то влияние, которое у нее было в мире, и она, конечно, хочет его сохранить, и вот с этим связаны очень многие серьезные потрясения. И это все не может нас касаться, потому что мы хоть и не такой значительный игрок, вообще незначительный игрок на мировой арене, но занимаем такое геостратегическое положение, которое всегда привлекало внимание великих региональных игроков, а в последние десятилетия привлекает внимание и других игроков, которые вообще не региональные, а мирового масштаба. Ну, мы знаем, здесь все великие державы древности сталкивались, их интересы. Это такая граница, где сталкивается Восток и Запад. Цивилизации восточная и западная сталкивались всегда. Ну и вот мы опять находимся в такой системе, в такой ситуации. Ну, все это на наше поколение пришлось, вся эта сложная борьба. Нам надо искать пути выхода. У нас есть хорошие гарантии в силу того, что у нас стратегический союз с Российской Федерацией. Это известно, член Совета Безопасности ООН, который неоднократно демонстрировал там, в Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности, поддержку нашу. Это было. У нас договор, по которому в случае каких-то серьезных угроз Российская Федерация выступает в поддержку нашу, вплоть до военной поддержки. Это дает определенные гарантии нам серьезные. Но нам нужно тоже проводить такую политику, чтобы быть привлекательным для наших союзников и друзей. Очень часто наши действия тоже отталкивают многих. Хочу напомнить, вот как было после 2008 года, какое отношение к Абхазии было в России, в политических кругах, в общественных, вообще в народе, в обществе. Сейчас это очень сильно изменилось. Это ведь тоже с чем-то связано. Наверное, что-то мы неправильно делаем, и это нужно оценить и правильно действовать. У нас сегодня фактически единственный союзник, на который мы можем опираться, это Российская Федерация.
И нам нужно выстраивать такую политику, чтобы этот союз только укреплялся, а не ослаблял. Мне кажется, что с 2008 года отношения далеко не улучшились, если они не стали прохладнее. Ну, я имею общественно. Так, конечно, у нас серьезные договоры, которые дают нам большие гарантии, конечно. Это есть и в сфере военной, и в сфере дипломатической, экономической и все прочее. Только вот такие отношения с Россией дают нам возможность развиваться, потому что экономика страны, где нет достаточного населения, не может развиваться. Мы можем успешно развивать свою экономику, потому что у нас есть огромный российский рынок тоже. Но нам нужно создавать продукцию, которая может быть конкурентоспособной на российском рынке. Нам нужно работать и сплотиться. Нам нужно единство и кропотливый труд. Спасибо, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам тоже. К другим новостям. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик рассказала об эпидситуации в селе Лабра, которое, как известно, закрыто на 2-недельный карантин после смерти одного из жителей с диагнозом COVID-19. Людмила Скорик также обратилась к сельчанам с просьбой отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Одинаковая практически эпидемиологическая ситуация не только в селе Лабра, но у нас есть еще такое селение Цандрипш. И там это завозная инфекция, причем завозная была из Адлерского района. Завезли и бессимптомно, как потом выяснилось, началось распространение этой инфекции. Сейчас просто в селении Лабра у нас почему-то возникло недопонимание того, что это карантинное заболевание, и остановить распространение этой инфекции можно только соответствующим накладыванием изоляции, карантина. Если мы не выполним этих требований, то, естественно, распространение получит довольно-таки масштабный характер. В связи с тем, что вчера в селении Лабра были организованы митинги, и вот эти места массового посещения заболевшими людьми или носителями, скажем так, коронавирусной инфекции должны подлежать обработке. Для этого туда сегодня направлены, естественно, дезинфекционные группы. В последнее воскресенье августа во многих странах постсоветского пространства отмечается День шахтера. Ветеран труда Мигоныч Кадуа проработал в шахтах Абхазии несколько десятилетий. Он является одним из инициаторов забастовки 1989 года в Тхуарчалской шахте номер 2, которая была организована в поддержку национально-освободительного движения абхазского народа. Указом главы государства Аслана Бжания Мигоныч Кадуа награжден орденом Ахидзапша 3-й степени. В преддверии профессионального праздника награду ветерану вручили лично заместитель руководителя администрации президента Джансух Нанба и глава администрации Тхуарчалского района Исидор Дочия. Репортаж Амелии Бисмарк. Профессия шахтера – одна из самых сложных, ведь человек не приспособлен для существования под землей. Долгое время находиться в шахте вредно для здоровья, но тем не менее эта специальность довольно востребована. В Абхазии промышленным центром в советское время был город Тхуарчал. Ветеран труда Мигоныч Кадуа проработал в тхуарчалских шахтах несколько десятков лет. Мужчина проявил себя не только как знающий специалист отрасли, но и как большой патриот своего народа. Он был одним из организаторов той самой забастовки во второй шахте, которая была организована в 1989 году в поддержку национально-освободительного движения. Чтобы наградить шахтера за заслуги перед Родиной по указу президента страны, к нему домой направилась делегация от главы государства. Наградить Кадуа Мигону Чаковича орденом Ахидзапша 3-й степени. Президент Аслан Бжания. عجبا كويش بخوزيجي أبسنا زهوان يقفت زهوانا табубха шахот харге президент их залаги. Поздравить Мигону Чаковича с наступающим днем шахтера приехал и глава администрации Тхуарчалского района. Память о подвигах наших старших соотечественников должна передаваться через поколения, отметил Исидор Дочия. В 70-е годы я был молодым парнем. Я помню, когда Мигона Кадуа
организовал подземную забастовку, и мы приезжали туда. Это означало, что мы живем в том мире, где нас нужно было всегда себя проявлять, и чтобы нас с нами считались. Никто не знал тогда, чем это закончится. Вы помните, Советский Союз был огромный, впервые это организовать. Это очень было смело, сложно. И то Педудзен. Спасибо вам большое. Мигон Чкадо родился в селе Пакващ Ачимчирского района. После окончания школы пошел в армию и сразу после службы поступил на работу в одну из тхорчалских шахт. Мигон Ачакович получил высшее образование по выбранной специальности и стал уверенно продвигаться по карьерной лестнице. По данным переписи населения, в 70-е годы в Тхорчале проживало около 20 тысяч абхазов, движимых революционными настроениями. Среди них был и Чкадо. Была такая маленькая общественная организация, она называлась «Отдаться», имела маленькую комнатушку во Дворце культуры в Тхорчале. Вот, и там принимались все решения, которые нельзя было оглашать вслух. Это вот у папы были друзья покойные, Толик Джинджал, Лаврик Голава. Люди с революционным духом, с патриотическим мышлением, которые не знали, что такое страх, даже в то сложное советское время. Было принято решение организовать подземную забастовку. Подземная забастовка не была спонтанным решением. В то время в республике уже нарастала волна противостояния грузинскому шовинизму. Вовсю шли аресты абхазских активистов. Организаторы голодовки в шахте под номером 2 совершили акт неповиновения, который не имел примеров в современной истории. Среди других требований, которые объявили шахтеры, самым важным было условие о полном отстранении от расследования июльских событий 1989 года в Абхазии прокуратуры Грузинской ССР и прокуратуры Абхазской ССР с тем, чтобы передать дело на рассмотрение в прокуратуру СССР. Мигон Чкадо и его друзья до последнего стояли на своем. Как все происходило на самом деле, вспоминает спустя много лет бывший начальник той самой шахты. Утро началось, как обычно, я уже наряды отпустили. Что такое наряд? Это утром дают всем шахтерам задание. Ну и, как обычно, вернулся в кабинет, сижу буквально тут же, только еще люди в шахту не спустились, заходит Мигона. Говорит, Алик, шахту мы останавливаем. Я говорю, как шахту? Это нонсенс, такое быть не может. Вот так, вот так, вот так. Почему? Ну вот, будем так бастовать подземно. Давай я с вами. Ну и понеслась. Тут же мне пришлось позвонить первому. Сказал, все, моя шахта стала. В чем дело? Вот так, вот так. Такого действия никогда не было, и никто даже не подозревал, что так можно. Во-первых, это под землей, глубоко, там же смену отработаешь, 2 отработаешь, и то уже как-то себя не очень уютно. А засесть на неопределенное время, это как космонавты. Рабочая смена шахтера длится 6 часов, после чего специалист в обязательном порядке должен подняться на поверхность и отдохнуть. Наши шахтеры находились под землей ровно 12 дней и закончили свою бесстрашную акцию только по просьбе Владислава Ардзенба. Естественно, что такие события не могли не сказаться на здоровье этих людей. Случившаяся вскоре Отечественная война народа Абхазии стала еще одной проверкой на прочность. Стоит отметить, что многие из участников забастовки сложили свои головы в период войны. Значительно усугубилось и здоровье Мигоны Чкадо. В этом году шахтеру исполнится 80 лет. Герой своего времени встречает юбилей в кругу детей и внуков, которые с благодарностью относятся к его подвигам во имя абхазского народа. Амелия Бисмарк, Томас Чиковани для событий недели. В Сухуме прошел республиканский детско-юношеский турнир по боксу в честь Дня международного признания независимости Абхазии. Турнир посетил глава администрации города Сухум Беслан Эшба. Подробности в следующем репортаже. В турнире, посвященном Дню международного признания независимости в этом году, приняло участие около 75 боксеров со всей Абхазии. Вице-президент Федерации профессионального бокса Абхазии Тимур Кардиоглы отметил, что это не первый турнир, посвященный такому знаменательному дню. Пандемия немного поменяла планы, но все же смогли подготовить ребят для участия в таком турнире. Это большой опыт для молодых и начинающих спортсменов. Хочу поздравить народ Абхазии с праздником. Пожелать мира, добра, процветания, чтобы вот такого рода мероприятия проводились чаще, чтобы мы могли наших детей, наших юношей воспитать в духе, в здоровом теле, чтобы все было у нас хорошо, чтобы мы всегда гордились нашей молодежью.
Мэр Сухума Беслан Эшпа приветствовал участников турнира и отметил, что бокс воспитывает крепкий дух и физическую выносливость. Успехов хочу пожелать всем тем, кто радуется сегодня вместе с нами. Вы, конечно, большие молодцы, что особенно те, кто вышли к нам с этой инициативой, чтобы провести сегодня это мероприятие, это соревнование. Данный вид спорта воспитывает крепкий дух, силу, физическую выносливость. Я думаю, что сегодня при такой прекрасной судейской коллегии, я думаю, будут все справедливые результаты. Успехов хочу пожелать всем спортсменам и всем, кто смотрит на это прекрасное зрелище. Успехов всем. Будьте здоровы. 25 августа было проведено 7 финальных боев среди младшей возрастной группы, а 26 августа состоялось 18 финальных боев. На турнире хорошо выступили гулрыбские спортсмены. 21 боксер из района стали победителями турнира. Лучшим боксером турнира назван Алан Лагвилава из Сухума. Кубком за лучшую технику на турнире был награжден сухумский боксер Нестор Джанба. По словам Тимура Карди-Оглы, самое главное – это то, что молодежь привлекается к этому виду спорта, и у них есть возможность выступать. У юных спортсменов имеется боксерский задел, чтобы выступать дальше, считает он. Многие из тех, кто выступал на ринге, уже имеют опыт участия в соревнованиях за рубежом. Среди них победители и призеры различных международных турниров. Президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-Оглы вручил мэру Сухума памятный приз в знак благодарности за содействие в организации турнира. Он считает, что турнир прошел на высоком уровне и поблагодарил всех, кто оказал помощь в его проведении. Спасибо огромное главе администрации города Беслану Федоровичу Эшба за оказанную помощь проведения данного турнира. Спасибо всем нашим друзьям, товарищам, кто сегодня попросил не называть свои имена, помогли нам очень здорово. Еще хочу сказать огромное спасибо Астамуру Цвижба за предоставленную помощь сегодня вот этой площадке, где мы сегодня проводим наш турнир. Все было замечательно, все на высшем уровне. И спасибо еще раз хочу сказать Расиму, Кафе Росси тоже за помощь, за внимание, то, что оказывают, и всем тем, кто сегодня на самом деле душой и сердцем болеет за молодежь, болеет за здоровье нации. И все видят и оценивают наш сегодняшний турнир на хорошем уровне. Все довольны, и тренера, и ребята, и судьи, и гости, все довольны нашим турниром сегодня. В завершении турнира его участники сделали памятные фотографии. Элана Какаля, Тимур Гугохия для событий недели. На кортах спортивного клуба «Аква» прошел мастер-класс нашего соотечественника, мастера спорта Российской Федерации по теннису Алена Авицба. Чемпион мира, многократный чемпион Европы и различных международных турниров, чемпион России, игрок национальной сборной команды Российской Федерации показал и рассказал юным теннисистам Абхазии, как держать себя в игре. На мастер-классе побывала и наша съемочная группа. Репортаж Шазины Ханагуа. Задолго до начала мастер-класса на площадке спортивного клуба «Апа» стали собираться молодые спортсмены с родителями и тренерами. Для юных теннисистов сыграть на корте с Аленом Авицба – редкая возможность узнать что-то новое и проверить свои силы. Ален Авицба – неоднократный победитель международных и российских турниров среди юниоров. В августе 2014 года завоевал бронзовую медаль командного чемпионата мира по теннису среди игроков до 14 лет. В июне 2018 года Авицба выиграл свой первый взрослый турнир серии ITF Futuris в Тулузе, а в октябре прошлого года он дошел до второго круга Кубка Кремля. Подобного рода мастер-класс Ален проводит впервые, и, как признается спортсмен, для него это очень волнительно. Переполнять гордость, что раньше у нас не было таких кортов замечательных, и что столько детей ходят и занимаются, им это нравится, это действительно хорошо. А то все играли в футбол раньше, теннис, никто о теннисе не думал, и это действительно прорыв для абхазского спорта. Я думаю, что если дети наши будут очень стараться работать и родители будут им помогать, то в дальнейшем у нас будут новые чемпионы.
В мероприятии приняли участие около 50 теннисистов. В основном это воспитанники Республиканской теннисной школы и спортивного клуба «Аква». 15-летняя Николь Джугеля профессиональным теннисом занимается 4 года. В мастер-классе принимает участие во 2-й раз. Был у нас мастер-класс с Эминой Аншба. Это 2-й у нас мастер-класс. Я от этого мастер-класса хочу взять что-то новое, попробовать что-то новое. Может, он что-то новое расскажет. Очень интересно. Все были в ожидании этой недели. Чтобы принять участие в мастер-классе, вместе с Аленом Авицба приехали и его тренеры. Прекрасные корты, в прекрасном состоянии. Было приятно сегодня поиграть. Это одно из самых красивых мест, где я когда-либо играл в теннис. Наслаждался сегодня игрой Алена, находится в потрясающей форме. Я думаю, что это только вопрос времени, когда он дойдет до топ-10 лучших игроков мира, а там уже займет вершину, да, станет первой ракеткой. Он не просто так был первой ракеткой России, потом первой ракеткой Европы, а в дальнейшем был первой ракеткой чемпиона мира, да, до 18 лет. Мы сделаем все возможное, чтобы это время сократилось, и уже в этом или в следующем году мы его смотрели по телевизору и болели за него. Свою показательную тренировку Ален Авицба начал с разминки. Сыграть с восходящей звездой тенниса Аленом Авицба мог каждый, кто пришел сегодня на корты. Юные теннисисты получили неоценимый опыт, что, несомненно, поможет им в совершенствовании спортивного мастерства. Это знаменательное событие для абхазской молодежи, для всей молодежи, которая занимается теннисом. Это большой праздник, потому что у нас есть такие звезды, как Ален Авицба, и которые сегодня продемонстрируют мастер-класс, которые покажут много нового нашим молодым перспективным теннисистам. Организаторами мастер-класса выступили спортивный клуб «Аква», а также предприниматели Арноу Чанба и Беслан Ашуба. В завершении мероприятия все участники получили памятные подарки от именитого спортсмена. Щазина Ханагуа, Алексей Баструков, Руслан Орлов для событий недели. В офисе московской абхазской диаспоры состоялось торжественное вручение сертификата на бесплатный семейный отдых в рамках имиджевой рекламной политики «Лучший семейный отдых», который проводит курорт Пицунда совместно с Минтуризма Абхазии, а также сотовой компанией «Аквафон». Победителями первого масштабного фотоконкурса «Лучший семейный отдых» стала семья Кузиных из Москвы. Ежегодная рекламная кампания под названием «Лучший семейный отдых» динамично набирает обороты. Люди активно участвуют в конкурсе, выкладывают фотографии в своих социальных сетях и оставляют реальные рекомендации для будущих туристов. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем в следующей программе. Всего доброго!